Сегодня правительством Российской Федерации реализуется беспрецедентный комплекс мер, направленный на стабилизацию ситуации. Уважаемый Борис Юрьевич, хочу выразить вам благодарность за активную позицию в вопросах защиты и восстановления прав предпринимателей, а также за работу над системными проблемами бизнеса. Сегодня мы столкнулись с серьезным экономическим кризисом. Наши предприятия, и в первую очередь предприятия малого и среднего бизнеса, ощущают его серьезное влияние. Это касается и самозанятых. Правительством Российской Федерации принимаются необходимые меры, позволяющие снизить негативное влияние кризиса, такие как отмена проверок, налоговые и кредитные отсрочки, возможность получения суда на выплату заработной платы под 0% годовых и ряд других решений. На республиканском уровне правительство создана рабочая группа, которая в ежедневном режиме проводит мониторинг и анализ текущей ситуации, финансово-экономического состояния всех наших предприятий, включая малые и средние. Рабочая группа работает в тесном взаимодействии с федеральными органами власти, возглавляет группу Шаги Ахметов Мидхат Рафхатович, министр экономики, но и наш защитник предпринимателей Абдулганиев работает в тесном контакте. Правительством республики прорабатываются также региональные меры поддержки. По мере реализации федеральных мер поддержки будут реализованы ее региональные составляющие. Мы сегодня те или иные решения не принимаем, потому что мы еще не понимаем длительность и глубину тех проблем, которые сегодня есть. Но так как меры по отсрочке там 6-месячные есть, мы увидим, в каком направлении, где нам нужна будет большая поддержка. Я заверяю, что республика тоже окажет максимальную поддержку тем отраслям, которые имеют серьезные проблемы. Мы в непрерывном режиме прорабатываем и предпринимаем меры для сохранения бизнеса республики. Оперативное решение проблем бизнеса – один из важнейших факторов делового климата и залог стабильности. Но в то же время, уважаемые коллеги, много обращений на послабление. Как вы видите, ситуация в стране, она непростая. Ряд регионов уже достаточно сложной ситуации, особенно Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург. И, конечно же, мы тоже очень внимательно прослеживаем количество лиц, которые имеют проблемы. У нас в республике тоже есть, их уже более 100 сегодня. Поэтому только меры ограничения, они позволяют нам держать эту ситуацию. Сегодня мы хотели бы выслушать вопросы от бизнеса и искать пути решения. Но то, что у нас на связи сегодня наши министры и главы муниципалитетов, представители федерального собрания, наши представители, но и Борис Юрьевич, он тоже вместе с нами. Поэтому многие вопросы нам сегодня можно совместно обсудить. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем начнем наше мероприятие, слово для приветствия хотелось предоставить Борису Юрьевичу Титову. Действительно, шторм экономический, который мы сегодня видим, конечно, это прежде всего эпидемиологический шторм, но который очень сильно влияет на экономику, и поэтому, в общем, можно его назвать идеальным. Мы сегодня видим проблемы, которые возникают со стороны вынужденного закрытия предприятий, да, со стороны предложения. Видим проблемы спроса на внутреннем рынке, которые реагируют как на коронавирус, так и на сегодня, к сожалению, снижение цен на мировых рынках нефти. То есть мы видим действительно
такую хаотичную, не очень прогнозируемую и поддающуюся систематизации ситуацию экономическую, и вы совершенно верно сказали, Рустам Нургалиевич, что надо, конечно, в этой ситуации действовать очень выверенно и четко, и понять, да, какие же последствия и какие же вот основные тенденции этот шторм приобретает. Торопиться, может быть, не стоит, как совершенно правильно сказать. Но мы видим, что, конечно, ситуация сложная, и по многим направлениям пытаемся ее постоянно мониторить. Это касается наших постоянного взаимодействия с регионами, с нашими уполномоченными. Мы проводим каждую неделю специальные конференции, телеконференции по ситуации в регионах. И видим, что регионы начинают действовать, и мы даже вот сегодня решили, мы ведем учет всех тех мер, которые принимаются на региональном уровне. Вот выйдем через несколько дней даже с рейтингом, то есть кто из регионов больше каких мер принимает. Но надо сказать, что сегодня все, в общем, получив достаточно большие полномочия от президента Российской Федерации, реагируют, и бизнес не может этого не видеть. Хотел бы обратиться в ваш адрес, ваш авторитет и ваша настойчивость. На самом деле много принято решений правительством и по отсрочке, и по кредитам. И, конечно же, я бы попросил вот сегодня, чтобы получить какие-то средства, люди вынуждены увольняться и уже получить 3 месяца, тот минимум 12 тысяч рублей. Нельзя ли вот по тем отраслям, которые сегодня оказались в сложной ситуации, людей не увольнять, а как-то субсидии на временную занятость выделять? Мы же людей потеряем, знаете. Все равно мы эти деньги вынуждены, государство должно выплачивать. Но он должен уволиться, значит, и заявиться в службу занятости. Большое спасибо, очень быстро отработали информационную систему. Ну, там некоторые провалы еще есть, но я думаю, это все отрешится. Но людей надо сохранить, это же самые ценные это люди. Ну, зачем? Ну, наверное, это требует каких-то денег. Наверное, может быть, немножко больше придется, но если вот те отрасли, которые совершенно не работают, людей не уволят, 3 месяца пройдет, я думаю, картинка изменится. Без этого решения мы действительно рискуем сегодня получить большое количество людей, у которых нет средств на существование, тем более, что на бирже, наш опыт, та информация, которую мы имеем, это тоже не самая простая сегодня ситуация, получить там даже МРОД на бирже. Обычно это там, обычно выделяются эти средства в значительно меньших объемах, потому что много требований, да, которые предъявляются на бирже труда. Поэтому, еще раз, мы работаем над этим и надеюсь, что мы в ближайшее время это решение придет. Я прошу донести голос из земли, значит, до Москвы. На самом деле это будет хорошее подспорье. На самом деле мы эти деньги все равно потратим, даже больше потратим потом. Сегодня по соглашению эти предприятия сохранили бы этих людей. Они бы тоже какую-то часть сами изыскали. И они же тоже заинтересованы, ведь это профессионалы, которые мы сегодня растеряем, завтра они где окажутся. Поэтому и уверенность у них будет, и настроение будет, если поддержка будет. Я бы очень просил Татарстан, Республика Татарстан, она приняла, наверное, и руководство республики, одна из первых, и такие достаточно эффективные, жесткие меры карантинного характера. То есть сегодня там и пропуска, да, которые у нас были, это, наверное, Республика Татарстан, которая ввела, и сегодня только Москва догоняет. И это все дало свой результат. Нет такого массовой эпидемии, заражения, которая, к сожалению, Казань большой город, республика достаточно густо населена, но тем не менее мы видим, что результаты значительно лучше, чем даже в других регионах. Я бы все-таки к вам обратился с тем, чтобы начинать думать о том, как жить после кризиса, и начинать постепенно из него выходить. Безопасность людей – это самое главное, поэтому
вот вопросы парикмахеры, выездная торговля, значит, другие вопросы, вот, вопросы были по самозанятым. Мы в рамках вот там, где можем ремонт автомобилей, там, где можем обеспечить безопасность, но и практически 80% у нас крупных промышленных предприятий имеют возможность работать, если они обеспечивают ту безопасность, которую у нас определяет Роспотребнадзор. Поэтому в этой части я с вами согласен. Ну и обращаюсь к предпринимателям, они тоже люди, которые тоже подвержены. Мы все ходим под Богом. Значит, все мы подвержены вот всем этим рискам. Я бы обратился к вам. Значит, во-первых, берегите себя, берегите близких, берегите тех людей, которые рядом с вами. Чудес не бывает. Мы все одинаковые. Поэтому вопрос безопасности, вот иногда, конечно, есть и бизнес, и это, надо, конечно, быть уверенным, что в данном случае мы не навредим. К сожалению, каждый день мы пока имеем прирост, небольшой, там 10-13 человек, тех, которых мы выявили. И, конечно, мы проводим большую работу, значит, чтобы круг этих наших людей, которые заболели, не расширялся. Это огромная работа органов власти, правоохранительной системы. И когда, если что-то там у нас электронные пропуска, значит, разрешительная система, тоже, уважаемые предприниматели, значит, я просил вас отнестись с пониманием к этим мерам. Это не какая-то прихоть, это другой формы нет. Мы же увидели, что не все люди еще осознают угрозу. У каждого есть взрослые люди, родители, дети есть, и сами вы. И поэтому, конечно, вопрос обеспечения безопасности – это самое главное. Поэтому берегите себя, берегите близких. Мы рядом, всегда будем рядом с вами и будем помогать. Большое спасибо. До свидания. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.